За последние 5 лет Дом правительства Кыргызстана штурмовали дважды. В апреле митингующие пытались протаранить ворота и прорваться внутрь. Теперь рабочие устраняют последствия, а само здание решено отдать законодательной власти, которая, согласно новой конституции, выдвигается на первый план. Здесь будет заседать парламент. Времени для того, чтобы привести все в порядок, осталось немного. После того, как Центр избирком опубликует официальные итоги голосования, состоится первое заседание парламента 5-го созыва. К этому времени, скорее всего, уже определится состав коалиции, а значит и парламентское большинство. Именно оно определит премьер-министра, а он займется составом правительства. Все эти 3 этапа должны быть утверждены парламентом. После этого президент подписывает соответствующие указы, и правительство приступает к своей работе. На все это отводится 15 рабочих дней. Если депутаты большинства не смогут уложиться в срок, то право формирования кабинета министров переходит к другой фракции. Если и эта попытка не увенчается успехом, то у парламента остается последний шанс. В противном случае, согласно Конституции, президент объявляет досрочные парламентские выборы. Но эксперты говорят, до таких крайностей не дойдет. Уж слишком много сил и средств потратили партии на эту избирательную кампанию. Если с первого раза даже не получится, со второго раза у нас точно уже получится, потому что я думаю, что эти лидеры проводят консультации между собой. И где-то в течение месяца мы, наверное, получим состав правительства Татарской Республики. Теперь именно законодатели становятся ключевыми фигурами, а президент и правительство уходят в здание старого парламента страны. Но учитывая разнополярность взглядов партий, которые получили депутатские мандаты, договориться им будет непросто. Возникает опасение того, что многие крайне важные для страны решения будут просто-напросто затягиваться и либо саботироваться в конечном итоге. Вот это представляет, на мой взгляд, очень серьезную угрозу для действия парламентской республики в нашей стране. Некоторые предполагают, что становление парламентской республики в Кыргызстане будет сложным. Новому составу законодательного собрания эксперты отводят около года. Все будет зависеть от умения партии идти на компромиссы и эффективности работы новой системы власти. Наталья Ли, Янис Викланс, Бишкек, Кыргызстан.